друзья, я сегодня выходная, приехала в Назрань, наш город. Видите, как у нас тепло и солнечно, и на дороге даже пыль, потому что у нас давно нет осадков. Вот такая у нас погода 31 декабря. А сколько ваша авокадо? 150 рублей. И по 100 рублей вам замел. Фадехух мудабора. 900 я уже Так, четкие носки и тюбетейка, да? Suda yüksek gitsin o da haklı. الله يقولكم يا حدا يكسك. أصحابتي تمشوا حرام. أنا حقتني يا حاوتي. يوجوالي دون هضعيف. يا يوالي قاسته سو يعني موت شو مغان. يعني أسكت أخيرا كيلو ونص خديت. أي أقار خانر بوش آخر أكتر إيش تخو مسخانة. تخيل جد خير مو خراكتر يوجي أقصك. أول وقاية يوجي يرمي واقيات. Yok ya düşünsün. هاي تخير موش مسيملة تاني. Asas semelden da. Ну, под 70. 74. Да? Дал дух я خير حوزن ديال дал شي дух я خير. Вот так вот шутят у нас наши женщины. Если есть кому забрать, говорит, снимай меня. Да, берка тихо тхал. Болх واخر شمل ده هم كرت شدال ديال قدوتها. Kava o şey آمين آمين. Берка. Ух ты! 31 внук, уви. Вот какая счастливая бабушка. Seydin han welke çubuğa kayı. Znaati ako açık znaati koydu zimaşan açık haçı belki. Sumari ki suketa batış dersi hiç. Ay dal diye bol pajözün diye ya Sen bu seydet sıkla azarım zannet. Ben bakıyorum. И мяш варились, мяш ел хандитец. Так, друзья, я переведу. Масва вяхрахи. А конгиш? Дизель? Так, у нее 5 сыновей и 2 дочки, 7, 31 внук. И говорит, что каждый вечер все собираются у нее, целуют ее, спрашивают, как здоровье, и разъезжаются. А последний... Экзамавиха армию вахар.
Bunu gel. Ha. Вас тут аматах. Ha, внучок ваха армии вахар. Внук ваха армии вахар. А, у нее внук в армии, поэтому немного расплакалась. Şu erim bakarız. Şimdi eyvallah. Ага, Ya bu sefer zaprak yavaşsız boğulur. Halda olsa zaprak yanmışın tatlıları. Daha çok mikrofon tahtı koy. Hozbatır mı çoğu düşüyor. Açma onu hozbatır. Saygat çıtlamışsın zaten. Ay samiyat aras hozbatır. Habıtır hozbatır. Zaştı kayasıtı. Mikrofon zaprak yazat. Kekna pedik de yuhaş. Fafıtı çıkarıyor. دال ديال البوب حاج وزن ديال بيرك تيخلو حاج ميار شواغي الحاج وزن ديال ميار الحمد لله ميار شواغ ودال عندي دال ميار شواغ يلخ دال واغي ميار шواغи الحاج бабушка плачет, что у нее внук уехал 3 месяца тому назад в армию, что этот внук ее очень любил и всегда называл ее красивой, красивое лицо. Вот такая вот бабушка была. Так. Девочки, я просто пришла, чтобы немножко развеяться. Дома делать нечего. Поэтому просто похожу среди посуды, среди вещей и поснимаю и для вас, и для себя. Грибы почем? Мне тут нужна одна женщина, хожу, ее жду, поэтому, девочки, вот так вот понемножку поснимаю вам. Она сейчас обещала подойти. Мария, сценарий, медицинский халат, жду. Я ей скинула.
Роза и цукор. А Зяндра едет, почему мама не видит? Она сама бабушка упала, там 2 раза забила ногу. Коленка, не коленка, вообще операция. Я и Чай. سيري يرجع من سان تحت. اي منين اصلا حصلت لوخي خدت يا خدت على قشطه. Так, вот, просили показать, как шкодничает Каспер. Вот смотрите, как он шкодничает. Вот, видите? Вот как он шкодничает. Каспер, Касперовский. Что, колбаской, рыбкой пахнет, да? Да? Ну, конечно. Колбаской пахнет ему. Так, ну вот, друзья, приехала я с рынка, встретилась с женщиной, с которой мне нужно было встретиться. По пути обратно заехала в магазин «Вестер». У нас на перекрестке рядом с этим. Ну, рядом с перекрестком. Короче говоря, Каспер, уйди, пожалуйста, уйди. И вот такую покупочку я сделала. Но не все оттуда, потому что на чеке стало не все это. Заехала, вернее, еще и в магазин у нас в селе. И там подкупилась. Короче говоря, это последняя покупочка в 2021 году, друзья. Купила картошки. Я ее сюда, конечно, не занесла, потому что я купила где-то на 1800 рублей картошки. Короче, я точно не помню, сколько, потому что взяла красную, на рынке взяла красную картошку, где-то на 700 с чем-то. Ну, уйди, Каспер, уйди. Уйди, я тебе сейчас мясо дам. И купила белую картошку одну картошку купила по 42 рубля килограмм, одну картошку купила по 37 рублей за килограмм. Короче говоря, на 2000, как я сказала, на 1800 рублей купила еще картошку. Все. И теперь вот пройдемся, что здесь я купила. Купила вот такой вот 5-литровый канистр масла, он у нас стоит 500 рублей. Купила вот такой вот сахар, он стоит 480, по-моему, да. 2 вот таких вот пачки чая. Этот Мариам чай у нас стоит 270 рублей. Так, друзья, сколько стоит селедка
А колбаса я не смогу вам сказать отдельно, потому что это все без чека и все куплено вместе. Я не смогу отдельно сказать, сколько оно стоит. Так, значит, что я еще купила? Просто иногда бывает некоторым интересно, я поэтому говорю. Купила вот такие вот спагетти. Ну, это у меня где-то в чеке есть, но я не знаю, сейчас долго буду искать. Так. Нет, ладно, не буду искать пока долго. Так, нет на нем ценника. Купила булгур, короче. Булгур стоит 91 рубль. Купила 2 вот таких вот пачки макарон. Пачку такого риса, пачку манной крупы, пачку пшена. Значит, дальше покажу вам сыр косичку для мамы. Она его любит. Просто боюсь покупать много, потому что он очень соленый, но она очень радуется, когда я ей его покупаю. Так, поэтому боюсь ей много покупать, чтобы она много сразу не съела. Он очень соленый все-таки. Так, понемножку покупаю. Сыр моцарелла купила для пиццы, для чего-то как-то. И, друзья, это все не на Новый год, не на праздник, а просто вот на неделю, на 2, там сколько. Потому что все закончилось, все равно выехала. Вы сами знаете, что я очень редко выхожу куда-то, поэтому сразу купила. Купила вот такой вот сыр сулугуни, он очень вкусный. Хоть у меня есть свой домашний сыр, но он нам очень нравится. Вот такие вот 2 пачки масла сливочного Чабан. Тоже хорошее масло. Так, вот эти печенюшки соленые, вот эти круассаны и вот этот йогурт тоже для мамы. Это мамины как бы вкусняшки такие. Так, купила майонез вот такой, не знаю, давно такой не покупала, но там не было кальвы, я обычно кальвой пользуюсь. Так, купила вот такой вот кетчуп тоже, ну, может быть, на пиццу. Ну, напиточки для ребят. Правда, мы очень редко покупаем, что такие напитки, что вот колу. Просто колу у меня старший сын еще вчера спрашивал, купи нам колу. Для него куплено. Но опять-таки очень редко покупаем. Вы сами видите, я всегда показываю покупки, что не газированные напитки, не такие напитки мы не покупаем. У меня есть компоты, у меня есть замороженные ягоды, я из них делаю компотик. Так, ну, Ибрагим просил сгущенку такую. Я еще не варила, надо сварить, ему очень понравилось. Ну, я просто взяла, вот, если когда-нибудь буду готовить впрок. Я обычно вот такие вот консервы покупаю, по несколько баночек, чтобы в любое время были под рукой. Короче, красную фасоль, белую фасоль, баночку тунца, баночку шпрот. Не знаю, посмотрим, может быть, после праздников я тоже что-то приготовлю, потому что никогда не готовила ни с тунцом ничего, ни со шпротами ничего. Просто шпроты, правда, как бутербродик ели. Но посмотрим. И купила вот такую вот селедку. И я вам признаюсь, друзья, я никогда не готовила и никогда не ела селедку под шубой. И в этом году я ее попробую, вернее, в новом году мы его попробуем сделать и поесть. Я, конечно, удивлю, наверное, многих, но это так. Мои девочки в группе как раз, да, были удивлены, что я не ела. И говорит, вот это вот, говорит, будет точно. Интересно, что ты не ела и не готовила его. Так, купила вот такой вот перец чесночный. Смесь перцев. Что-то моему Джабраилу очень понравилась эта смесь перцев, которую от Лали она нам прислала, но у нас уже заканчивается. Вот такой черный молотый перец у меня не было. Так, соду пачку, чай в пакетах. Вот такой вот, один с лимоном, один такой. Тоже купила его маме, потому что она иногда или рано утром, или после, или вечером обычно пьет у себя чай с этими вкусняшками. Так, мандаринки. Эти мандаринки я купила за 61 рубль килограмм были. А эти на дороге стояли 75 рублей. Мы взяли, тоже остановили машину. Так, яблоки. Вот такие зеленые. Хочу их в духовке запечь. Мама очень любит запеченные яблоки. Как раз Валя говорила, что запекает яблоки по WhatsApp. Мне захотелось тоже. Давно не запекала. Я даже забыла, что мама их очень любит.
Ну, немножко тоже в основном вот это все, вы не подумайте, что прям вот, чтобы что-то, но да, вот иногда вот маме покупаю, потому что вне сезон помидоров и огурцов почему-то она, наоборот, у нас любит немножко поесть и помидорок, и огурцов. А вот в сезон, когда в разгар, она не так уж увлекается помидорами и огурцами. Всю жизнь у нее вот такая вот привычка такая. Вот, купила черри, мне вот понравились они. 244 рубля, по-моему, были черри. Вот такие вот розовые, 173 рубля. Вот таких огромных помидорчика. Но это все для нее. Немножко, конечно, и мы, но в основном для нее. Так, бананы тоже я покупаю маме в основном. Мы их не едим. Она очень хорошо ест бананы. Виноград тоже практически, ну, пополам маме, пополам нам как бы. Ну, все вот такое вот. У нее нет ни сахара, ни диабета, ничего. У нее все в норме. В этом плане, машаллах, она все может есть, кроме, конечно, соленого, копченого. Это мы немножко придерживаемся ей. Но все равно и понемножку, когда она хочет, когда она любит, конечно, я и печенюшки соленые, и не соленые. Но все мы понемножку ей даем, чтобы так не очень много, как я сказала. Так, купила вот хурму, тоже мы все обожаем ее, и мама тоже ее любит. Ну вот, короче, вот такие вот вкусняшечки немножко. Авокадо у них была по акции, и такое, знаете, такое зрелое, мягкое, видите, какое. 58 рублей одна штука. Взяла 5 штук, потому что была дешевая. Так, купила морковь, но морковь у них была не очень-то крупненькая. 37 рублей за килограмм, но купила. Купила свеклу. Вот свекла, я не знаю, сколько стоит за килограмм. Капуста стоила, сейчас, так, капуста стоила килограмм 51 рубль. Да. Так, свекла стоила килограмм 40 рублей. Да, 40 рублей свекла и 37 рублей морковка. Короче, вот вся моя покупка на 4023 рубля. Но тут еще, как я сказала, селедка, колбаса, эти сыры, 2 чая Марьям, растительное масло и сахар. Вот этот вот мы пьем, очень любим чай пить в прикуску. Вот такой вот 5-килограммовую сумочку нам, ну, может быть, хватает на месяц, иногда и нет. Потому что все в доме пьют чай в прикуску. Вот такие вот, друзья, у меня в этом году покупочки. Вот. Мы еще ничего не готовили. Время обеда. У меня есть борщ, как вы знаете. Разогреем борщ. Немножко у меня мясо там стоит еще. Сваренное с галушками осталось. С позавчера еще даже. Так что, друзья, сейчас пойду разогревать обед. Мы будем обедать. И на этом, наверное, в этом году вся моя съемка, мои покупки заканчиваются. Ну вот, мои дорогие, год заканчивается. Меня спрашивали в комментариях, будет ли какое-то завершение года, как у всех на канале. Нет, я к этому как-то не готовилась. Но раз сегодня выложу такой влог, что все равно поехала сегодня, что-то купила, что-то вам показала. Просто хочу всех, хоть и будут писать и пишут, что это не мусульманский праздник. Мы праздник не празднуем, но поздравить всех, мне кажется, я все-таки могу. Я всех поздравляю с наступающим новым 2022 годом. Желаю всем здоровья, мира, счастья, чтобы на земле был мир, чтобы все были здоровы. Да, год был, может быть, и не очень таким легким, но я благодарна Всевышнему за то, что происходило в этом году. Пусть и были и потери, но я приобрела очень много друзей. Я узнала много разных людей, разных национальностей, и узнала, что все-таки жизнь непростая штука. Узнала очень много судеб, которые мы друг другу рассказывали. Это действительно многого стоит. И хочу всем, у кого в этом году были проблемы, чтобы эти проблемы по воле Всевышнего
в будущем году все они просто исчезли. Чтобы мы отдохнули и от этой болезни, которая все время нас преследует, и от всех этих невзгод, чтобы все было хорошо. И я не готовилась, еще раз вам скажу, у меня нет таких вот пышных речей, не умею я это говорить, но я вам от души желаю всем еще раз здоровья, счастья, мира и благоденствия. Ну вот как-то так сегодня. С наступающим вас Новым годом!